Золото есть, выплат нет. Олимпийские чемпионы Казахстана остались без премии, за что Белал Мухаммад поставил Тапури на место. А еще UFC ставит ультиматум Махачеву: либо бой с Тапури, либо прощай пояс. Сегодня будет жарко, друзья. Всем привет, меня зовут Алена, и это Найзадай Ньюс. Казахстанский боец Диар Нургожаев прокомментировал слухи об увольнении из UFC после неудачного дебюта. В интервью с Арбаз подкаста он рассказал, что общался с менеджером Саятом Абдрахмановым. «Ты, — говорит, — свое положение не улучшил, а где-то даже ухудшил, но разговоров об увольнении нет. Приходи в зал, исправляй ошибки и будь готов», — передал слова Абдрахманова Нургожай. Боец добавил, что принял это как вызов и намерен вернуться к тренировкам и пахать дальше. Напомним, Диар Нургожай дебютировал в UFC 16 марта, но проиграл во втором раунде бразильцу Брэнсону Рибейро болевым приемом на руку. Йен Гэри все никак не может успокоиться. То фото с Шавкатом поставил себе в комнату, то теперь опять обсуждает бой с ним. «Мое эго, — говорит, — не хочет признавать, что моя рука так и не была поднята. Мне и по сей день кажется, что я не проиграл тот бой». Шавкат выдохся, тяжело дышал и радовался, что все закончилось. А я был готов продолжать. Ну, как говорится, это спорт, детка. А что вы думаете по этому поводу? Перс летит в Казахстан. 3 мая в Алматы пройдет турнир Найза-72. Соглавным событием которого Даулет Кокжалу-Сербай сразится с Андреем Ушоу-мастером Ефимовым. Ранее Перс неоднократно вызывал Даулета на бой и заявил, что сильно ждет этого боя. Кокжал в ответ заявил, что Хайбати проходной боец и намерен сломать его. Теперь же Перс намерен подраться с победителем боя Даулет Андрей и пролетит на турнир, чтобы встретиться с будущим оппонентом лицом к лицу. А как вы думаете, кто станет победителем этого поединка? Ислам Махачев может лишиться чемпионского пояса UFC, если откажется драться с Ильей Тапури. Об этом сообщает испанское издание ABC. По данным источника, UFC настаивает на титульном бою между Махачевым и Тапури. В случае отказа организация планирует объявить пояс вакантным и провести бой за него между Тапури и Чарльзом Оливейрой. По информации Марка, этот бой может пройти 28 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 317. Тапури и Оливейра начали подготовку к следующим поединкам. Что бы это могло означать, интересно? Казахстанские олимпийцы до сих пор не получили обещанных государством вознаграждений за медали, которые завоевали на Олимпиаде 24 в Париже. Об этом сообщил один из участников игр в разговоре с телеграм-каналом «Дядя Ваня». Напомним, сборная завоевала 7 медалей: 1 золото, 3 серебра и 3 бронзы. По закону спортсменам и их тренерам полагаются крупные выплаты, включая бонусы за 4 и 6 места. Но, по словам источника, ни один олимпиец до сих пор не получил ни тенге. Нам даже не называют сроки. Федерация молчит. Денег, мол, нет, заявил один из ведущих атлетов страны. Также призовые не выплатили и паралимпийцам. У Казахстана было 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые на Олимпиаде. Проблемы начались после того, как финансирование перешло от ног Министерства туризма и спорта. Если раньше выплаты приходили в течение недели, то теперь все упирается в бюрократию. Аналогичная ситуация уже была после азиатских игр в Ханчжоу. Тогда премия тоже пришла с большой-большой задержкой. Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад по-прежнему считает Шавката Рахмоновым главным претендентом на титул. На мой взгляд, это Шавкат, если только его перерыв не затянется еще больше, заявил Мухаммад в интервью MMA Янки. По словам тренера Эдуарда Базрова, Рахмонов уже тренируется в Алматы и набирает форму. Полноценное возвращение в клетку планируется на осень, ориентировочно где-то в октябре. Сейчас нельзя простаивать. Время идет, конкуренты активны, а Шавкат очень хочет чемпионский бой, добавил Базров каналу Спорт Рёдингера. Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад ответил на критику Ильи Тапури, который в интервью Джо Рогану заявил, что американец не настоящий чемпион. Мухаммад жестко парировал: у Тапури синдром маленького человека. Он пытается оказаться больше, чем есть, не умеет в трэш-ток и просто играет роль. Я лишь сказал, что бой с Исламом для него плохая идея, а он обиделся и начал вызывать на конфликт. Но между нами 2 весовые, так что вряд ли это перерастет в бой. Но если хочет поговорить, я готов. Молчать точно не буду, заявила. На этом у нас все, друзья. Спасибо, что вы с нами, и крутейших вам выходных.